Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. 11 октября президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую республику. В международном аэропорту Манас города Бишкек, где развивались государственные флаги двух стран, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. В аэропорту главу нашего государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Адам! Да! 11 октября находящийся с государственным визитом в Кыргызской республике президент Ильхам Алиев посетил национальный историко-мемориальный комплекс Атабейт в Бишкеке. Президент Ильхам Алиев возложил венок мемориалу. Глава государства посетил также могилу выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова и возложил на нее цветы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. 11 октября в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева. На площади, где развивались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров встретил президента Ильхама Алиева. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана. Sizin gelişinizge Ulutluk Gvarjan'ın ardakkarı rotasına atman ısık salamımızı bildiriyoruz. Rotanın komandiri Gvarjan Ultinatı Akmatov.
Президент Илхам Алиев поприветствовал кыргызских солдат. Салам, аскер! Представители государства и правительства Кыргызстана были представлены президенту Илхам Алиеву, члены делегации Азербайджана президенту Садыру Жапарову. «11 октября с участием президента Азербайджанской республики Илхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Жапарова в Бишкеке состоялось заседание Первого межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе. 11 октября с участием президента Азербайджанской республики Илхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Жапарова в Бишкеке состоялось заседание Первого межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе. 11 октября в Бишкеке после завершения первого заседания Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе с участием президента Азербайджанской республики Илхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Жапарова состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов. Решение первого заседания Межгосударственного совета Азербайджанской республики и Кыргызской республики подписали президент Азербайджанской республики Илхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров. 11 октября в Бишкеке состоялось открытие парка кыргызско-азербайджанской дружбы. В открытии парка приняли участие президент Азербайджанской республики Илхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров. Выступает символом прочной дружбы и братства наших стран, имеющих давние отношения, глубокие исторические, духовные и нравственные корни, ценности и традиции. Именно это является прочным фундаментом, на котором мы выстраиваем современные кыргызско-азербайджанские отношения. От имени всего народа Азербайджана хочу выразить благодарность президенту Кыргызстана за такое отношение к нашей стране, за такое отношение к нашему народу. — 11 октября от имени президента Кыргызской республики Садыра Жапарова был организован официальный прием в честь президента Азербайджанской республики Илхама Алиева.
нас в стране очень много фанатов Гейдара Алиевича Алиева. Это не пустые слова, этому доказательство на руках я держу память о великом сыне азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева. Эти фанаты собрали сделали вот этот альбом, и попросили передать это вам вручить. С вашего позволения я вручаю. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил главе государства фотоальбом, посвященный великому лидеру Гейдару Алиеву. Мы это увидели и в видеокадрах, когда Гейдар Алиевич приехал на празднование посещения Манаса, и все члены нашей делегации разделяли эти чувства. Мы испытывали эти чувства, чувство гордости за нашего лидера, чувство того, что мы продолжаем его путь братства азербайджанского и кыргызского народа. Но вы еще мне одну книгу подарили, вы о ней говорили. Это просто про кыргызов. Да, книга Илхама Алиева о кыргызах на азербайджанском языке. Это тоже книга, достойная большого уважения, потому что мы должны знать друг друга через свои языки. Через азербайджанский, через кыргызский язык, который имеет общие корни. И гордиться общей историей, гордиться историей друг друга. И, как мы уже говорили сегодня, делать все от нас зависящее, чтобы сближать наши страны и народ. Спасибо большое. Президент Кыргызской республики Жапаров Садыр Нургожоевич, президент Азербайджанской республики Алиев Ильхам Гейдар-оглу. Уважаемые высокие гости, дорогие ученики и педагоги, приветствуем вас на официальной церемонии присвоения имени Гейдара Алиева учебно-воспитательному комплексу школе-гимназии номер 20 города Бишкек. Слово предоставляется президенту Кыргызской республики Жапарову Садыру Нургожоевичу. Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые гости, дорогие друзья! Сегодня мы присутствуем на торжественной церемонии открытия общеобразовательной школы имени великого сына Азербайджана Гейдара Алиева. Открытие школы в Кыргызстане является знаковым событием в двусторонних отношениях и свидетельствует о крепкой дружбе наших народов и стратегическом сотрудничестве между нашими странами, основа которой была заложена исторической личностью международного масштаба, общенациональным лидером Азербайджана, уважаемым Гейдаром Алиевичем Алиевым. Хочу особо подчеркнуть, что присвоение имени Гейдара Алиева школе является большой честью для нас, потому что в этой масштабной личности сфокусировались надежды и чаяния не только народа Азербайджана. Кем бы он ни был, находясь на посту первого секретариата ЦК Компартии Республики или будучи у себя на малой родине Нахичеване, Гейдар Алиевич был выдающимся представителем своей эпохи, тонким и вдумчивым мыслителем, созидателем, человеком с большим сердцем. Хочу также напомнить, что, будучи членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии
работая первым заместителем председателя Совета министров СССР, Гейдар Алиев руководил важнейшими сферами экономической, социальной и культурной жизни СССР. Его богатейший политический и государственный опыт, твердость и принципиальность в отстаивании интересов народа, мудрость и высокие человеческие качества по праву снискали уважение далеко за пределами Азербайджана. Я выражаю надежду на то, что в будущем из стен этой школы выйдут личности масштаба Гейдара Алиева. Нет никаких сомнений в том, что наши молодые соотечественники станут прочным мостом дружбы и сотрудничества между нашими братскими народами и странами. Желаю молодежи получить прекрасное образование, воспитание, быть востребованными и внести свой вклад в общее дело укрепления дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном. Как говорил Гейдар Алиев, будущий прогресс нашего общества во многом будет зависеть от того, чему и как мы учим молодежь сегодня. Важно отметить, что образование молодого поколения постоянно находится в центре нашего внимания и, естественно, потому что настоящее и будущее любой страны непосредственно связано с качественным образованием, способностью применять полученные знания на пользу обществу. Убежден, что дети получат в стенах этой замечательной школы только качественное образование, будут воспитаны настоящими патриотами страны и профессионалами своего дела. Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогие друзья, хочу также отметить о том, что мы будем также участвовать в церемонии открытия школы, которой присвоено имя выдающегося мыслителя и поэта азербайджанского народа Низами Гянджеви. Этот известный поэт, творивший в XII веке под литературным псевдонимом Низами, оставил богатое наследие, которое не только обогатило азербайджанский народ, но, уверен, вписано золотыми буквами в литературную сокровищницу всего человечества. Написанные Низами поэмы, как «Сокровищница тайн», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искандер Наме», «Хасров и Ширин», множество стихотворений наложили огромный отпечаток на дальнейшее развитие литературы Ближнего Востока и Центральной Азии эпохи Средневековья. Дорогие друзья, уверен, что общеобразовательные школы имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви станут центрами дружбы и мостами сотрудничества Кыргызстана и Азербайджана, внесут свой достойный вклад в углубление и расширение сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогие друзья, в заключение отрадно отметить, что в этом году отношения между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой активизировались и вышли на совершенно новый уровень стратегического партнерства. Все эти важные достижения были бы невозможно без вашего личного внимания, дорогой Ильхам Гейдарович, без активной работы всей вашей команды. Выражаю искреннюю благодарность нашим азербайджанским друзьям. Желаю коллективам наших двух замечательных школ больших успехов и удачи, а народам наших двух братских стран благополучия и процветания. Благодарю за внимание. Слово предоставляется президенту Азербайджанской республики Алиеву Ильхаму Гейдароглу. Уважаемый Садыр Нургужоевич, дорогие друзья, дорогие преподаватели, ученики школы, в первую очередь хотел бы выразить благодарность президенту Кыргызстана за решение присвоить имя выдающегося сына азербайджанского народа Гейдара Алиева этой школе. Это одна из самых больших школ Бишкека, и мы расцениваем это как знак дружбы, братства между нашими народами и дань уважения памяти Гейдара Алиева.
Так же, как отметил Садыр Нургужоевич, сегодня мы посетим еще одну школу, которая будет носить имя другого выдающегося сына Азербайджана Низами Генчеви, поэта, мыслителя, который является гордостью азербайджанского народа. Это знаковые события, которые отражают характер и дух отношений между нашими братскими странами. Вчера вместе мы участвовали в открытии парка дружбы Кыргызстан-Азербайджан, который, помимо того, что является прекрасным современным местом отдыха, также символизирует братство наших народов. Эти знаковые события, которые мы переживаем и проживаем сегодня, оставят глубокий след в памяти наших народов на многие-многие годы. И уверен, что братские отношения между нашими странами получат новый динамизм, получат новый импульс по результатам моего государственного визита. Гейдар Алиев – выдающаяся личность, которая оставила глубокий след в истории. Как отметил президент Кыргызстана, независимо от места работы и формы общественно-политического строя, он всегда защищал интересы Азербайджана. И в советское время, будучи руководителем Азербайджана, вывел Азербайджанскую республику с последних мест по социально-экономическому развитию в передовые республики бывшего СССР. И тогда, когда возглавлял огромные направления экономического и индустриального потенциала СССР, будучи первым заместителем председателя правительства, и тогда, когда в самый трудный период для молодого азербайджанского государства возглавил Азербайджан, по воле народа был призван спасти молодую Азербайджанскую республику от краха. Мы были на краю пропасти, когда не только теряли территории в результате оккупации, военной агрессии соседней страны, но и погрузились в хаос и трагедию братоубийственной гражданской войны. Самая тяжелая война – это гражданская война. И, к сожалению, азербайджанский народ испытал горечь этого. И только благодаря воле, решимости Гейдара Алиева и веры азербайджанского народа в него удалось ему остановить братское кровопролитие, остановить сползание Азербайджана в хаос, в фрагментацию нашей молодой республики и поставить Азербайджан на путь развития, укрепить стабильность, безопасность, привлечь инвестиции, заложить основу современной азербайджанской армии. Поэтому, когда мы говорим, что сегодняшний Азербайджан – это детище Гейдара Алиева, мы совершенно правы. Мы, его последователи, идем его путем. Конечно, с учетом специфики ситуации, с учетом меняющегося мира, с учетом современных возможностей Азербайджана и вызовов, которые стоят перед нами. И одно из завещаний, которые он нам оставил, восстановление территориальной целостности, мы с честью выполнили 2 года назад. Наверняка каждому ребенку, каждому юноше, девушке, подростку и дома, и в школе говорят, чтобы они хорошо учились. Наверное, столько раз это вот говорили ребятам, что, может быть, они от этого устали. Но это на самом деле то, к чему мы вас всегда призываем, потому что это путь в будущее. Знание, образование – это тот путь, который позволит вам занять достойное место в обществе и вносить вклад в укрепление вашего государства. И думаю, что лучше всяких наставлений учиться хорошо действует на молодое поколение пример. Вот я могу привести пример Гейдара Алиева, его аттестат о среднем образовании. Он для учеников азербайджанских школ является примером. Там нет ни одной четверки, все оценки 5.
Я не знаю, какая система баллов существует в Кыргызстане, в Азербайджане она поменялась, но в советское время 5 – это была самой высокой оценкой. Вот он отлично учился с самого раннего возраста, и в школе, и потом в институте, и точно так же ответственно относился к любой работе, которую ему приходилось выполнять. Также должен сказать, что роль Гейдара Алиева в воспитании современного поколения азербайджанцев также берет истоки еще в советское время, когда Азербайджан был единственной республикой бывшего СССР, которая по настоянию Гейдара Алиева имела право отправлять в ведущие вузы СССР около 1000 азербайджанских юношей и девушек, которые проходили по так называемому внеконкурсному набору. То есть они сдавали экзамены в Баку, а направлялись в ведущие вузы СССР. Тем самым создавался кадровый потенциал, который сегодня очень востребован в Азербайджане. Также хотел бы довести до вашего внимания, что и в деле военного строительства основа, заложенная Гейдаром Алиевым, сегодня нам позволяет успешно защищать нашу территорию. Именно его решением в 70-е годы в Баку была создана военная школа имени генерала Джамшида Нахчеванского, которая готовила ребят к военной службе. И вот эта дальновидность Гейдара Алиева, это деятельность, направленная на будущее, как будто бы он предвидел, что один прекрасный день Азербайджан станет независимым государством, нам понадобится армия, нам понадобятся специалисты, что так и произошло, и мы должны быть готовы к любой ситуации. Я хотел бы еще раз выразить благодарность президенту Кыргызстана, братскому кыргызскому народу за такое отношение к памяти Гейдара Алиева. А также хотел бы в конце своего выступления пригласить преподавателей и учеников школы имени Гейдара Алиева и школы имени Низами Генджави посетить Азербайджан. Соответствующие инструкции вот мною сейчас даются. На ближайшие каникулы я вас приглашаю, мы организуем ваш приезд, ваше пребывание в Баку, и если будет желание и в других местах Азербайджана. И в целом, я думаю, что надо вот уже сейчас начать работу по созданию вот таких вот отношений, контактов между нашими средними учебными заведениями. Это будет воспитывать нашу молодежь в духе сотрудничества, братства, дружбы. Это будет нас взаимно обогащать. Еще раз благодарю за сегодняшний прекрасный подарок всему азербайджанскому народу и желаю братскому народу Кыргызстана мира, благополучия. Спасибо. «12 октября в Бишкеке состоялось открытие школы имени Низами Генджави номер 103. В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской республики Илхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров. 12 октября в Государственном природном парке Ала-Арча в Бишкеке состоялась культурная программа. В мероприятии приняли участие президент Азербайджанской республики Илхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров.
12 октября завершился государственный визит президента Азербайджанской республики Илхама Алиева в Кыргызскую республику. В международном аэропорту Манас города Бишкек, где развивались государственные флаги обеих стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Илхама Алиева проводил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Двусторонние взаимоотношения сейчас развиваются динамично и по восходящей. Если сравнить их с последними годами, как уже ранее было отмечено, в политико-дипломатической сфере достигнут, как мне представляется, большой прогресс. К примеру, последний визит главы нашего государства Садыра Джапарова в Азербайджан был совершен спустя 10 лет, а президент Азербайджана был в Кыргызстане в рамках двусторонних отношений без привязки к какому-либо другому международному политическому мероприятию в первый раз за почти 20-летний срок своего президентства. Говорят депутаты Милли Маджлиса парламента Азербайджана. Сегодня отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном развиваются во всех направлениях. Это и экономическом плане, и в социальном плане, других. Во всех аспектах Киргизия сегодня является стратегическим партнером Азербайджана. Дело в том, что мы еще представлены и в тюркском мире тоже. Сегодня то, что отношения между нами, между двумя странами происходит, это является и дружба между нашими лидерами тоже. Основной вопрос в том, что сегодня в Средней Азии самым надежным партнером Азербайджана, одним из надежных партнеров является Кыргызстан. У нас общая история, общие интересы, поэтому то, что сегодня мы являемся единым миром, это для дальнейшего развития. Мы еще представлены в Туркпа тоже. То есть, а еще, кроме того, у нас парламентское отношение тоже развивается очень в нужном направлении. В основном это межпарламентские рабочие комиссии, которые представлены депутаты и Кыргызстана, и Азербайджана. Я думаю, что и в дальнейшем будет развитие наших стран в этом направлении и развиваться, потому что, как я уже отметил, мы являемся членами такой тюркского мира, и я думаю, что в этом направлении нам предстоит и в дальнейшем работа, и поездки наших лидеров в страны тоже способствуют развитию наших отношений. Азман, вы, будучи депутатом Милли Маджлиса Азербайджана, воспользуясь случаем, что вы хотите кыргызскому народу передать через наш микрофон? Вы знаете, я недавно был в парламентской ассамблее СНГ по безопасности, и я встретился с делегацией Киргизии. Я сегодня желаю кыргызскому народу в основном мира. Я думаю, что воцарил мир, чтобы киргизский народ жил в мире. И я думаю, что мы со своими соседями у них тоже все уладится, и в дальнейшем Киргизия будет развиваться еще лучше. Двухсторонние отношения между двумя братскими странами, между Азербайджаном и Кыргызстаном, динамично развиваются. В фундаментальных вопросах наши взгляды, наши позиции совпадают. И в двухсторонних форматах, и многостранных форматах мы всегда друг друга поддерживаем. Это не случайно, поскольку у нас общие корни, у нас общие взгляды, у нас общая история, у нас общая культура. И все это вместе естественно действует на наши позиции, на наши отношения.
И фундамент наших современных отношений заложил национальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. И благодаря ему, и благодаря его особым отношениям к турецкому миру, наши отношения развиваются. И сегодня очень сильная динамика. Я думаю, что визит президента Кыргызстана Садыр Джапаева в Азербайджан очень тоже позитивно влиял на наши двусторонние отношения. И в течение этого визита обсуждались очень важные вопросы экономического блока, гуманитарного блока. И был заключен 10 договоров, тоже, наверное, очень усилил нашу законодательную базу двусторонних отношений. Особенно я хотел бы сказать, что был заключен договор о стратегическом партнерстве. Это, знаете, это такие отношения, что когда между странами такие отношения, они фундаментальные вопросы друг друга поддерживают, они всегда вместе. И поэтому в данное время мы с гордостью говорим, что Кыргызстан, наша братская страна, наша такая страна, что отношения вышли на новый качественный уровень, на стратегическую позицию. Это особенно хотел бы подчеркивать. И я думаю, что вот политический диалог очень позитивно действует на наши отношения в разных уровнях. И экономическом, и гуманитарном, и культурном, и в других сферах. Я думаю, что президент нашего президента Илхама Алиева тоже Кыргызстан, и я думаю, что после этого в наших отношениях мы достигнем нового уровня, такой уровень, что это обеспечивает наши взаимные интересы, и это благо обоих народов. Şuşanın dağları başı dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl dumanlı. Derdinden ölmeye çoktur gümanlı, derdinden ölmeye çoktur gümanlı. Ay kız bu ne aşk kız, bu ne tel, ölürüm derdinden, onu bil. Danışmasan derbalım bari gül. Ay kız bu ne aşk kız, ölerim derdinden, onu bil. Danışmasan de bana bari gül. Şuşada akşamlar yanar ulduzlar, onlardan güzel